Останутся в истории на века подвиги участников Великой Отечественной войны. Тогда по зову долга в самое пекло бросались отчаянные и мужественные солдаты. Место подвигам нашлось и прекрасной половине человечества. И спустя десятилетия в ряде громких имен героев звучит фамилия бесстрашных горянок, сестер Тутаевых. Со временем удается восполнить потерянные страницы истории их жизни. Новые факты биографии, фотографии в репортаже Заремы Евлоевой. И эта фотография 2 мая 1941 года. Вы знаете, когда вот смотришь на эту фотографию и думаешь о том, что 2 мая 1941 года – это дети с велосипедом, они счастливые, радостные, все вроде бы хорошо. И через 2 месяца страшная война, которая, может быть, унесла их все жизни, всех этих детей. По крайней мере, жизнь Аси она унесла точно. Каждая фотография из личного архива Лидии Хантыговой – настоящая история. Племянница выдающихся сестер Асият и Нины Тутаевой собирала их много лет. В их семье было 7 сестер. Сегодня их дети, разбросанные по всему свету, по крупицам собирают все, что связано с легендарными родственниками. Упоминание Асият Тутаевой у многих ассоциируется именно с этим снимком. Эта фотография напечатана в книгах, украшает кабинеты медколледжа и почти полвека представлена в Краеведческом музее. Однако Лидия Хантыгова уверяет, что на этом фото Асият нет. Когда это я все узнала, я решила, что надо всем им, этим людям, они это заслужили, потому что они заслужили, они прожили тяжелую жизнь, достойную. Им надо дать свои лица, они должны получить свои лица. Поэтому я сюда приехала, привезла, какие у меня есть материалы, фотографий, чтобы вот показать и доказать, и что в музее эта экспозиция соответствовала правде и истине. На самом деле на этом фото сестры Асият, Тамара и Нина. Сходство сестер невероятны, поэтому различить их смогли только близкие родственники. А вот как по-настоящему выглядит майор медслужбы Асият Тутаева. В преддверии Дня Победы Лидия Хантыгова привезла из города Пушкина 26 фотографий и полную биографию ветеранов. Если о жизни и подвигах Асият говорилось много, то ее сестра Нина осталась в тени. Она, как и Асият, успешно окончила медфак в университете Ростова-на-Дону и добровольно ушла на фронт. Прошла всю войну, она работала на этом поезде, который госпиталь на колесах, который вот вывозили раненых и там оперировали. Она, значит, получила звание капитан медицинской службы. Вывозили людей, оказывали самую экстренную помощь, то есть раненого, чтобы он не умер, и как-то поддержать в нем жизнь, а потом уже в госпитале сдавали этих раненых и съехали за следующей партией. Ленинградский фронт, госпиталь, Воронежский фронт и снова обратно в лечебницу. В вагонах десятки раненых солдат, которых спасали хрупкие женщины. В 1944-м, когда ингушей выслали в Казахстан, подруги, медсестры прятали Нину в поездах. И только благодаря слаженности коллектива она не была депортирована. Я привезла одну фотографию тоже. Это Брагиной Марьи Давыдовны, эта фотография. Почему хочу о ней очень сказать? Потому что об этого человека никого нет на этом белом свете, и никто никогда о нем не вспомнит. Вот. Но она прожила в семье Нины. Она была начальником поезда этого, и, собственно говоря, ценой своей жизни эту Нину спасала. В своем купе ее запирала. И когда облавы, то что здесь? Это купе начальника поезда. А начальник поезда, военного поезда, это была большая должность. И никто не посмел бы купе ее, зайти в купе и там обыск делать. А если бы открыли, если бы нашли бы, то сами понимаете, что это было этому человеку. Во-первых, точно военный трибунал ее ждал. Лидия Хантыгова надеется, что 9 мая в строю бессмертного полка кто-то понесет фотографии не только своих родственников и уже знаменитых ветеранов, но и тех, кто незаслуженно забыт. В их числе и Мария Давыдовна Брагиная, которая для семьи Тутаевых стала родным человеком и благодаря которой Нина вернулась домой. Зарема Евлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.